У них существовало по нескольку больших столиц и очень развитая масштабная урбанизация. На конкретных примерах, установленных по данным раскопок, ученые показывают, вопреки стереотипам западного мира, древняя степная Евразия была урбанизирована. Города имели систему отопления и обширные связи с многими регионами. К сожалению, наши западноевропейские, американские коллеги, партнеры не очень понимают. Они не знают, чем это отличается. Им кажется, что это какая-то стадия недоразвитая. На самом деле нет. Это просто иной образ жизни, совершенно им непонятный, который мы, исследователи тех стран, где европейский степной пояс раскинулся, обязаны совместными усилиями, вместе с монгольскими партнерами, с нашими казахскими друзьями, китайскими, совместно изучать и общими усилиями объяснять, что это просто другой совершенно мир, который по-своему устроен, который также высоко развит, также технологичен. Объединить научные сообщества и дать более детализированные и глубокие знания призван Международный центр исследований степной Евразии. Он появился в минувшем году на базе Академии наук Татарстана. Всестороннее масштабное научное сотрудничество будет способствовать эффективному противодействию любым попыткам искажения фальсификации истории. Подобный подход ориентирован на укрепление единства народов нашей многонациональной страны, сохранение межкультурного и конфессионального согласия, а также всестороннее сотрудничество и взаимопонимание России с дружественными странами. Как отмечали сегодня ученые, симбиоз оседлых и кочевых народов сформировал уникальное межкультурное пространство и стал колыбелью российской государственности. Очень точное решение Академии наук Республики Татарстан о создании соответствующего центра. Центр изучения степной Евразии, он очень важен для разработки темы России как страны цивилизации. В ходе этой конференции планируют утвердить международную программу по изучению степной Евразии. От А до Я, от археологии до языкознания. Здесь будут и археологические раскопки, и этнографические исследования, и работа в архивах, и очень-очень многое другое. Президент в последние годы говорит о необходимости разворота на восток, и эта программа, по сути дела, представляет собой тот самый разворот на восток, который нам был нужен. Конференция в Казани собрала экспертов мирового уровня. Представить свои знания приехали более 100 специалистов. И степная Евразия является значимым для российской цивилизации регионом в контексте историко-культурного процесса, способствующего объединению народов. Это нам помогает отчетливо понять процесс становления и развития евразийского менталитета, лежащего в глубине духовной общности межнационального народа Российской Федерации, что на современном этапе развития имеет первостепенное значение. Я надеюсь, в результате этого мероприятия у нас появятся новые идеи и новые научные проекты. Мы уже подписали договор о сотрудничестве с Академией наук Татарстана. В рамках него мы будем работать в совместных экспедициях на археологических памятниках. Международная конференция продолжится завтра. Состоятся тематические секции и круглые столы. В понедельник участники посетят Древний Болгар и остров Град Свияжск. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.